Остановка по требованию. Наркокурьер из Самарской области не планировал задерживаться в Чувашии, но после вмешательства полицейских наша республика стала конечным пунктом его криминального путешествия. А дальше у молодого человека только одна дорога в места не столь отдаленные. Подробности задержания сбытчика у наших коллег из пресс-службы МВД. До этой минуты водитель неприметной «Лады» надеялся, что сотрудники ГИБДД остановили его из-за нарушения правил. Но оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии быстро дают понять, что отсидеться в машине не получится. Молодой человек в шоке. Число, месяц, год рождения. 15.04.96. Где проживаете? Самарская область. 28-летний житель Самарской области не ожидал, что о его маршруте может стать известно сотрудникам полиции. Тем более того региона, где он не собирался останавливаться. Но когда везешь запрещенный груз, любой пункт по пути следования может стать конечным. Предполагали, да, что в один из дней он пересечет границу Чувашской республики, после чего направится дальше по регионам для доставления наркотических средств. Курьер едет не порожняком и понимает, что оперативникам это известно. Предупреждают его и об участии в осмотре кинолога со специально обученной собакой. Иногородний житель признается в наличии запрещенных веществ. Что имеется и где имеется? 1 килограмм мефедрона в обшивке дверей. 1 килограмм мефедрона в обшивке дверей. Двери какие? Передние, задние? Только передние. Только передние, заявил. От внимательного взгляда оперативников не ускользает ни одна деталь в арендованном самарцем авто. Но обшивка уже сдергивалась, да, это видно, что трещина на своих местах стоит, клипсы. Не плотно, не плотно. Как только подается обшивка передней пассажирской двери, служебная собака рвется вперед. Товарищ понятые, обратите внимание, уже выходит пакет. Находка ожидает полицейских и за другой, неплотно прилегающей дверной обшивкой, теперь со стороны водителя. Еще 2 пакета. Все. Экспертиза показала, что подозреваемый перевозил около 1,5 килограммов производного мефедрона, наркотика синтетического происхождения. По оперативной информации, задержанный является оптовым сбытчиком запрещенных веществ. Его задача была оптовую партию с точки А в точку Б доставить. Розницей он не занимался. Срок за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере грозит тоже не маленький, вплоть до пожизненного лишения свободы. До суда курьер арестован. Не остался без внимания полицейских и находившийся в автомашине пассажир. К незаконному обороту зелья рэпер из Нигерии оказался непричастен, но нарушил правила пребывания в Российской Федерации. Музыканта-нелегала передали в руки сотрудников Управления по вопросам миграции МВД для последующей депортации.